Здравствуйте! В эфире Канашской студии телевидения «Вести недели». В студии Олеся Григорьева. Последние звонки один за другим звенят в школах города Канаша. Будущие врачи, военные, работники госслужбы простились со школой, возложив цветы к вечному огню. Напутствие дал Виталий Михайлов. Во имя великой Родины России, во имя прекрасной Чувашии, во имя самого лучшего на свете города Канаш, во имя лицея государственной службы и управления, ваших родителей, бабушек и дедушек. Жизнь! Отчизне! Долг! Себе! Честь! Никому! За плечами много достижений, много побед. Я знаю, что вы в различных конкурсах и на федеральном уровне выступали. И везде с честью и достоинством представляли родной город Канаш. Дай Бог вам, чтобы все у вас в жизни получилось. Здоровье, счастье, благополучие. Зеленый свет, чтобы всегда вас сопровождал. Все дороги и двери для вас были открыты. Ну и самое главное, не забывайте свой родной город. Получив определенные знания, возвращайтесь с нами вместе как плечом к плечу мы должны свой город сделать еще краше. Трое ребят лицея являются стипендиатами главы Чувашии. 8 учащихся уже получили целевые направления на дальнейшую учебу. Кадетов достойно назвали выпускником города Канаша. Как будущих работников государственной службы Виталий Михайлов пригласил кадетов для беседы к себе в кабинет. В первую очередь наградил отличившихся дипломами и грамотами. Когда вот пошли и чеканить шаг вы начали, у меня прям сердце налилось чувством гордости за наших канашцев. Почему? Потому что на сегодня вы лицо города, вы не одно соревнование выиграли, участвовали в всероссийских конкурсах и везде с честью и достоинством. Дай Бог, чтобы вы нашли свое призвание в жизни, именно занимались той работой, которая вам интересна, чтобы работа вам была в удовольствие, а не в тягость. Наталья Михайлова с гордостью говорит о решении своего сына стать кадетом, в будущем военным. Очень большое спасибо преподавательскому составу, особенно Александру Александровичу вам. Именно благодаря вам у меня сын выбрал профессию военного. То есть вы знаете, он хотел уходить из 9-го, пока не было лицея, пока он не понял, что это такое. А в 9-м он понял, что он хочет быть военным, и он остается до 10 класса, до 11-го. Это в первую очередь благодарность вам. Именно вы, наверное, их привели вот к ним в служении к родине. Ну и, конечно, я очень надеюсь, что они все, и Андрей, и все ребята, которые здесь сидят, очень хорошо сдадут экзамены, по крайней мере, не хуже, чем они рассчитывают. И все их мечты в будущем сбудутся. Удачи вам, ребят, всем. Пожелаем удачи на экзаменах и поступления в выбранный вуз. Олеся Григорьева, Вениамин Григорьев, Павел Павлов. Вести недели. В Чувашии проходит 11-й по счету международный кинофестиваль. На суд зрителя выносятся новые картины, новые истории. В Канаше прошел творческий вечер с актером театра и кино, театральным режиссером Сергеем Колешня и режиссером-постановщиком Лилией Трофимовой. Канашцам была представлена музыкальная комедия в стиле диско «Мишура». О картине и мнении зрителей Ирина Константинова. Премьерный показ состоялся в кинотеатре «Проспект» на базе городского дворца культуры. Комедия в стиле современного диска. Так про нее говорит режиссер картины. Жанр тяжелая комедия, само собой, для съемок я имею в виду. Для зрителей легко, смешно, для нас тяжело. Конечно, создавать такое, чтобы вы смеялись. Драма всегда легче. Плакать, вызвать эмоцию слез гораздо легче, чем смех. Пытались шутить очень тонко, изящно, а это всегда оказывается очень-очень тяжело. Но я надеюсь, фильм получился легким, да, и интересным. Главный герой фильма, Шурик, попав в долговую яму, думает, как бы из нее выбраться. И тут подворачивается возможность заработка. В женский наряд герой переодевается для того, чтобы быть неузнанным перед танцором диска, у кого и занимал те самые пресловутые деньги. Она, правда, ясновидящая? Угу. Матильда. Красивое имя. У меня так собаку звали.
И вскоре псевдогадание и предсказание становится неплохим видом заработка. Вокруг человеческих слабостей, сомнений, отчасти глупостей разворачивается весь сюжет фильма. В картине встречаются актеры, уже узнаваемые зрителями по другим работам. Смешно и очень деликатно обходятся грани человеческой натуры. Канашцы, просмотрев картину, поспешили высказать свое мнение и участвовали в обсуждении комедии. Физически это была самая сложная роль. На грим часа 3, да? Часа 3 на грим уходила. Но уже на второй или третий день съемок у меня, значит, на глазах была эта аллергия. Потом я же надевал специальный костюмчик под платье. И вот здесь у меня вот прям вот такие волдыри были. Я каждый день опять на эти волдыри надевал костюм. Больно, под париком жара, а вот где кабинет бабы Шуры, там душно, много народа. У меня даже появилась такая женская мысль. Сейчас упаду в обморок. Вы знаете, когда у нас все зарождалась эта идея, одна из идей, которую мы сюда вложили, и что-то осталось, потому что, как известно, кино снимается 3 раза. Это когда пишется сценарий, когда снимается, когда монтируется. И здесь вы заметили про соцсети, да, про интернет. Знаете, мы в интернет выкладываем массу всего, там, что мы едим, какой прекрасный закат. И делимся в Инстаграме, да, со своими подписчиками, друзьями. А когда приходим домой, почему-то мы не делимся со своими близкими, родными вот этой радостью. Весь процесс практически год. Ну, там 9-10 месяцев производства фильма. Он делится на 3 этапа. Это подготовительный 2 месяца, съемочный период 1,5 месяца и все остальное время. Это же постпродакшн, монтаж, озвучание, цветокоррекция, музыка и так далее. Самое интересное начинается. Снять фильм – это часть беды. Да? Потом еще очень больше, долгое время идет все это склейка, да? Рисовать и так далее. Харизматичные и общительные гости из Москвы понравились зрителям, и нам пришлось выстоять небольшую очередь из желающих получить автограф и сфотографироваться с актером и режиссером. Мне кажется, в любом случае, это такой фильм для нас, да, это не просто проходной какой-то сняли и все, и забыли. А все-таки что-то такое, там было много вложено сил, каких-то своих эмоциональных, физических. Вот эта сцена есть, где она, вот этот кол, карандаш, да, это на площадке родился. Давайте вот это как осиновый кол. Где-то мы его увидели, я даже не помню, где-то он цепанулся мне в глазах, что ли. Ребята побежали, все, купили где-то, достали, все. В рамках международного кинофестиваля у канашцев была уникальная возможность встретиться с яркими представителями киноискусства и одними из первых увидеть музыкальную комедию в стиле диско «Мишура». На большие экраны данная картина выйдет совсем скоро. Ирина Константинова, Вениамин Григорьев. Вести недели. 18 юношей Канаша и Канашского района направлены в вооруженные силы России. На территории военкомата организовали торжественные проводы новобранцев, рассказывает Марина Баринова. Проводить своих сыновей, внуков, племянников и просто друзей пришли родные и близкие. Будущие солдаты прибыли с рюкзаками на плечах. Не бояться никаких трудностей, смело их преодолевать, не забывать своих близких и чаще им звонить, быть достойным сыном и гражданином. Эти напутственные слова ребята будут помнить весь срок службы. А как ты думаешь, в какие войска ты попадешь? Я предполагаю, что мотострелковые, но пока точно неизвестно. Вот что для тебя служить в армии? Ну, служить в армии – это защищать родину, прежде всего своих близких, друзей, родных. Сегодня многие идут служить и не прячутся за чьи-то спины. Начинают готовиться к армии еще со школьной скамьи. Активно занимаются спортом, чтобы быть сильными и ловкими. Должен сказать, что ребята действительно идут желанием, потому что сейчас уже без армии многие структуры силовые не рассматривают даже. Вчера, к примеру, вот были 25 ребят уже уволенных с Росгвардии. Мы традиционно по понедельникам приглашаем по трудоустройству. Это Росгвардия, отдел внутренних дел, центр занятости. 7 ребят уже заинтересовались в трудоустройстве именно у нас здесь по городу Канаш. Многие изменения произошли. Это прежде всего те лица, которые среднее техническое образование, высшее образование, вправе заключить сразу контракт с Министерством обороны Российской Федерации на 2 года. Это очень похвально. Ребята идут то же самое, должен сказать. Есть ребята, которые уже приехали в отпуск, уже задумываются о продлении контракта по истечении 2 лет.
Традиционное напутствие служителей церкви по-своему воодушевило ребят. Тем, у кого не было нательного крестика, его просто подарили с благословением Господа. Краткий курс о содержимом армейского НССРа. И в путь. Ребята направились на республиканский сборный пункт, куда совсем скоро приедут представители военных частей за новым пополнением. Марина Баринова, Елена Блацева, Вениамин Григорьев, Павел Павлов. Вести. Состоялся отчетный концерт отделения хорового пения «Солнечные песенки». Оно самое многочисленное и востребованное в музыкальной школе. Дети учатся петь и играть на фортепиано, приобретают теоретические знания. Отчетный концерт – это своего рода экзамен, самое волнительное выступление в завершении учебного года. Коллективы тщательно готовились к нему. Хоровое пение – это не только способ обучения совместному пению, но и общение в составе большого коллектива, признаются участники. Солисты неоднократно становились победителями конкурсов различного уровня. Музыкальная программа отчетного концерта не имела границ. Прозвучали произведения русской классики, народные чувашские песни в обработке и в оригинальном исполнении. За мастерство обучения слова благодарности прозвучали в адрес всех педагогов отделения хоровое пение: Лиане Анатольевне, Светлане Васильевне, Ольге Михайловне, Марине Игоревне. Отчетный концерт в музыкальной школе прошел с большим успехом. Зрители приветствовали юных артистов громкими аплодисментами. Ирина Константинова, Вениамин Григорьев. Вести недели. Выставка картин Меркурьева «Мир глазами художника-фронтовика», обзорная экскурсия по музею и мастер-класс по лепке из глины. Канашский краеведческий музей провел международную акцию «Ночь музеев». Подробности в сюжете Марины Бариновой. Из года в год во время проведения акции музеи всего мира открываются с 7 вечера и работают до часа ночи, предлагая самые невероятные программы и встречи с известными культурными деятелями, художниками и скульпторами. Сотрудники Канашского музея и в этом году подготовили немало интересного для своих посетителей. С увлекательной презентацией о жизни художника Павла Меркурьева начала свое выступление старший хранитель музея Надежда Шмонина. Павел Меркурьевич 33 года работал в педагогическом колледже. И когда к нам приходят учителя, они уже сами работают, обычно приходят на экскурсии, приходят с детьми и стоят около картин, тоже смотрят, хоть на этнографическую тему, на какой бы ни были. Они говорят: а Павел Меркурьевич еще и писал картины. А мы, говорит, думали, только он, говорит, преподавал. Мы говорим: да, он писал еще и картины. И много у вас картин? Картин, конечно, у нас много. Даже в нашем музее более 30 картин. То есть на самую тоже различную тему. И поэтому, конечно, очень приятно, что сегодня у нас студенты педагогического колледжа, преподаватели педагогического колледжа, которые сами с ним и работали, и знают его и как человека, наверное, и как художника. Воспоминаниями тех лет поделилась с присутствующими и коллега известного художника. Я была так безмерно благодарна Павлу Меркурьевичу за его такую отзывчивость и душевность. Он меня подменил, с моей группой уехал в колхоз работать. Вот это первое мое впечатление, первая моя встреча с этим действительно удивительным человеком. Он как волшебник, тихо, спокойно, не назойливо, не навязчиво, а все-таки в себе нес вот это вот душевное тепло и человечность. Известная канашская поэтесса Валентина Веденская в прошлом была одной из студенток педагогического училища, и одним из ее педагогов был Павел Меркурьевич. Дружно жили. Это был уникальный человек. Если он что-то хотел замечание сделать, он никогда при аудитории не говорил. Он оставит потом, скажет: держитесь, на «вы» назвал. А нам как было лестно, как приятно было. В общем, это был воин, художник и педагог из когорты, о которых говорят: учителями славится Россия, ученики приносят славу. Параллельно на залитой солнцем площадке перед музеем был организован пленэр, а из нашего окошка улица видна немножко, с учащимися детской художественной школы.
Там же ремесленники города и района представили свое творчество. Это и картины, и глиняные свистульки. Все сделано своими руками. Весь день коллектив музея посвятил проведению данного мероприятия, тем самым отметив свой профессиональный праздник. Удивительный мир прошлого, настоящего и будущего хранит в себе наш краеведческий музей. А профессионализмом его сотрудников остается только восхищаться. Марина Баринова, Елена Блацева, Вениамин Григорьев, Краеведческий музей. 2 июня 2018 года в 10 часов на стадионе «Урожай» будет проходить праздник «Песни и труда Агадуй-2018». Приглашаем всех принять участие в празднике. В программе шествие участников районного праздника «Песни труда и спорта Агадуй-2018», выступление детского сводного хора района, торжественное открытие праздника, работа выставок и творческих площадок, встречи гостей с сказочными персонажами, молодежная трибуна КВН с программой «Новое поколение», зажигательные танцы с группой «Глянец», выступление байкеров, показательное выступление парашютистов Чебоксарского аэроклуба, концертная программа, гала-концерт фестиваля народного творчества «Иксельми Канаш Енчел Гужезе», радио родных дорог, выступление артистов чувашской эстрады Шадрикова, Порецкого, Московского, Дианы, шоу пиротехнических изделий, презентация автомобилей, дискотека, спортивные соревнования, волейбол, мини-футбол, вольная борьба, армрестлинг, гири, дартс, подтягивание на перекладине, русские шашки и многое-многое другое. Ждем вас 2 июня в 10 часов на стадионе «Урожай». А на этом наш выпуск завершен. Удачной вам недели. До свидания. Гипермаркет оптовых цен «Светофор» приглашает за покупками. Свежее мясо, копчености, колбасы. Низкие цены всегда. Свинина 1 килограмм 159,90. Сыры известных производителей. Прилавки порадуют многообразием видов, широким ассортиментом товаров. Здесь приобретете все, что нужно для домашнего уюта, праздничного стола или что-то лично для себя. Как вам магазин «Светофор»? Очень хороший. Я тут сегодня 2-й раз пришла. Все по низким ценам. Очень качественно, вкусно. Вот конфеты беру, 2 коробки аж, думаю, подарю. Хожу на лечение, думаю, медсестрам подарок. Мы всей семьей уходим в этот магазин со всеми подружками, друзьями. И сюда еще будем ходить и ходить. Спасибо большое этому «Светофору». Все такие низкие цены, как раз нам, пенсионерам, по карману тут. Бытовая химия, техника, постельные принадлежности, детские игрушки. И, конечно же, выберите подарок своим родным и близким. Весна – время перемен. Гипермаркет оптовых цен «Светофор» приглашает вас за умными покупками. Приходите, выбирайте, экономьте вместе с нами.